Образовательный центр имени Ахмедзаки Хазрата Сафиуллина Айсулу посещает около года. За это время не только обогатила свой словарный запас на татарском, но и научилась готовить разные блюда. После этих занятий я чаще начала разговаривать с родителями по-татарски и стараюсь, чтобы говорить с ними только по-татарски, чтобы сохранить нашу нацию. На занятиях в центре татарский язык изучают около 120 детей, и, надо сказать, не все из них татарской национальности. Я, конечно, русская девочка, но я очень стремлюсь к знаниям и хочу учить татарский язык и развивать свой кругозор. У меня много друзей татаров. И татарский орнамент, и блюда татарской кухни, национальную кухню, и костюмы, и все это все составляющие для того, чтобы дети не просто изучали татарский язык, но еще и знали об истории своего народа, чтобы они гордились своей национальностью. Главы из 8 районов, начальники отделов образования и культуры знакомятся с работой, организованной по сохранению и развитию родных языков в Нурлате. В детском саду «Солнышко», например, применяют разные способы изучения родного языка. Дошкольное учреждение – одно из 9 садов, ведущих образовательно-воспитательный процесс полностью на татарском языке. Читаем разные сказки, играем разные игры, разные музыкальные игры. Играем лего-конструкции. Ставим мультфильмы на татарском языке. В школе искусств «Сялят», где обучаются около 800 детей, привитию любви к родному языку особое внимание. К игре на народных музыкальных инструментах, танцам, песням и изобразительному искусству с этого года добавилось эстетическое отделение с театральным уклоном. Есть чем гордиться в этом направлении и Центру детского творчества. На кружках детям прививают любовь к родному языку и культуре. Это доказывают и юные швеи студии стиля и дизайна. Я шью татарские узоры, и их можно на сумку, на свитшоты, и это сейчас модно. Раз в неделю в билингвальной студии звучит чувашская речь. Количество посетителей кружка растет. Это говорит о повышении потребности к родному языку. На сегодня чувашский изучается в 6 школах района. Занятия ведутся, конечно же, в игровой форме, потому что они на уроках сидят и в школе, а сюда буквально в игре познают свой родной язык. После практического знакомства с развитием языков – пленарная часть зонального семинара-совещания. Здесь Марат Ахметов дал свою оценку данной работе, организованной в районах Закамья. Отметил об усилении внимания к родным языкам в Нурлате. Долгие годы в районе сохранился вагнер. С приходом Алмаса Салимовича потихоньку, обращая на эти проблемы внимание, это не только ввод родных языков, до того эта работа им была уже начата, и в районе формировался сейчас определенный базис, на котором и дальше еще надо будет развиваться. Поощрение учителей, обучающих родному языку, оснащение кабинетов учебными пособиями, увеличение числа участников языковых олимпиад и количество сдающих экзамены, заместитель председателя Госсовета Республики Татарстан сделал подробный анализ по каждому пункту. По многим позициям показатели Нурлатского района на уровне лучших. Надо тонко работать, особенно директорами, руководителями образовательных учреждений. Они дальше поработают. Но, безусловно, образ жизни самой территории должна быть благоприятной для формирования, для сохранения родных языков. За сохранение и развитие родных языков в многонациональном Нурлате председатель комиссии Марат Ахметов вручил главе района благодарственное письмо.